В первую очередь нужно отметить, что это самое патриотичное послание всего, что было. В первую очередь, конечно, сделан акцент на поддержку военнослужащих, участие в специальной военной операции, членов их семей. Прозвучала необходимость образования, создания госфонда, поддержки именно этого направления части нашего общества. Речь идет о региональном сегменте, когда регионы непосредственно подключались и подключаются к процессу поддержки специальной военной операции, участников специальной военной операции. Эта мысль прозвучала о поддержке студенчества, образования, науки, культуры, спорта. Непосредственно прямой призыв, посыл был направлен нашему бизнесу, российскому бизнесу. Как сказал президент, лучше быть на своей родине, да, своим человеком, чем второсортным на Западе, на чужбине. Соответственно, это, на мой взгляд, является абсолютно очевидным фактом проявления патриотизма, чтобы каждый гражданин России, в частности, житель республики, смог в данном случае в самый сложный период жизни нашего общества, нашего государства проявить максимальные чувства морали, нравственности, сострадания, участвовать в жизни общества, участвовать в жизни нашего государства, сострадать ближнему. Ну, это, в принципе, наверное, основная черта российского общества, российского народа, что, в принципе, нас всегда сплачивало в трудный момент нашей жизни. Но отмечу, что, в принципе, наверное, в стране, как Россия, которая столетиями вела независимую внутреннюю и внешнюю политику, такие сложные периоды были, есть и будут, наверное. В принципе, нам к ним не привыкать. Соответственно, Россия, в принципе, заявляет о необходимости многополярного мира, соблюдения интересов, во всяком случае, участников Совета Безопасности ООН, непосредственно победителей во Второй мировой войны. И, конечно, Россия никогда не допустит пересмотра истории Второй мировой войны, итога Второй мировой войны, что, соответственно, старается сделать США и их сателлиты.